В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Юлия Великодная. В эти дни в регионе стартовала прививочная кампания против гриппа. Это позволит встретить новый сезон во всеоружии, поскольку грипп приходит в Россию с восточных рубежей страны. Первыми под удар попадают регионы Дальнего Востока. Ежегодно прививочная кампания охватывает почти все организованное детское население, сотни трудящихся. О пользе прививок, где и как можно получить вакцину самостоятельно, поговорим с гостем нашей студии Изабеллой Самойловой, заместителем руководителя управления Роспотребнадзора по республике. Изабелла Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Эпидемический сезон. Каким он ожидается в этом году и в чем разница с прошлым? Но прежде чем ответить на этот вопрос, я бы хотела сказать, что действительно 4 сентября в рамках Восточного экономического форума главный государственный санитарный врач Российской Федерации Анна Юрьевна Попова объявила старт прививочной кампании против гриппа. Это очень полезная акция. Мы ежегодно такие акции проводим, и в этом году она пройдет особенно дружно. Но вспомним действительно предыдущий эпидемический сезон. Я хочу сказать, что мы еженедельно наблюдаем заболеваемость ОРВИ и гриппом у нас в республике. И по ежегодному мониторингу мы видим, что рост заболеваемости начинается постепенно, с формированием школьных новых коллективов, с тем, как дети идут в школу, как они идут в детские сады, как люди возвращаются из отпуска. И этот рост, он продолжается практически до Нового года. Мы с нетерпением всегда ждем наступления школьных каникул и вообще каникулы для трудящихся. И вот 2 недели перерыва, и потом со 2-й недели Нового года начинается у нас действительно эпидемический рост заболеваемости. И в прошлом году, уже начиная со 2-й недели Нового года, у нас были объявлены карантины. В городе Якутске он продолжался почти 3 недели. Кроме того, уже несколько позже еще 14 районов объявили карантины. Это означает, что мы прекращаем обучение в школах. И частично закрываются там отдельные группы, отдельные классы в школах. Но образование переходит на дистанционное обучение. В общем-то, учебный процесс незначительно страдает. Но я не думаю, что в этом году что-то случится серьезное, тем более, что мы очень подготовлены к этой прививочной кампании. И на сегодняшний день мы уже во всеоружии готовы встретить эпидемический подъем. Вакцина против гриппа защищает от одного типа, а эпидемия может быть вызвана другим. Вот поможет ли в этом случае прививка? Немножко, наверное, не совсем верно, потому что в состав вакцины, как правило, входит 3 штамма вируса. А сейчас уже и 4-валентные вакцины. И каждый год состав вакцины обновляется в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. Поэтому мы можем сразу сказать с уверенностью, что мы будем защищены от 2 вирусов гриппа А и от 1 вируса гриппа Б. Если бы у нас будет 4-валентная вакцина, то и от 2 вирусов гриппа Б. А что входит в состав вакцины? Я уже упоминала, что мы следуем рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, и она дает эти рекомендации для каждого, можно сказать, что для каждой части света. Допустим, для северного полушария нашей Земли у нас в этом году актуальны 2 вируса гриппа А. Это, боюсь ошибиться, но это грипп Б, это Колорадо, грипп А, это Мичиган и там еще какой-то вирус. Но это людям ни о чем не говорит. Я, в общем-то, хотела, чтобы вы доверились профессионалам. У нас есть и российские вакцины, есть и зарубежные вакцины, но состав вакцин абсолютно одинаковый у всех. А сколько вакцин, кстати, поступило в республику и хватит ли их на всех желающих? Но в этом году мы планируем охватить прививками 50% населения, и такое же количество вакцины на 50%, это точно, уже поступило из федерального бюджета Российской Федерации. И прививкам в первую очередь подлежат работники здравоохранения, образования, это дети, это беременные женщины, это пожилые люди с хроническими заболеваниями, которые страдают, это работники социальных учреждений, поэтому 50% студенты, в общем, на 50% точно есть. Но кроме того, мы призываем и руководителей предприятий, учреждений, и просто людей, чтобы они знали о пользе прививок и, в общем-то, обращались к своим руководителям о том, чтобы им организовали эти прививки. А почему вакцину нужно получать ежегодно, а нельзя один раз и на всю жизнь? Дело в том, что вирус гриппа очень быстро мутирует и изменчивость. Поэтому Всемирная организация каждый раз следит за актуальными штаммами. В этом году действительно модные вакцины, это будут именно модные штаммы, это те, которые войдут в состав вакцин, которые уже поступили в республику. И иммунитет, в общем-то, действует один раз в течение года. Но на следующий год прививку нужно получить обязательно.
повторно. Еще я слышала, что иммунитет формируется вот после 3 раз получения прививки, уже как-то более он стабильным становится. Это правда? Нет, мы получаем одну дозу, и она действует в течение года. Но прививаться нужно вот как можно раньше. Самое удобное время для прививки – это вот сентябрь, октябрь, в ноябре мы должны быть уже все оружие, потому что иммунитет должен сформироваться в течение месяца, самый напряженный. И тогда вы спокойно переживете, значит, весь этот эпидемический сезон до следующего года. Но если начать позднее, то он может просто не успеть сформироваться. А если вот во время, уже когда мы с каждым днем наблюдаем, что растет заболеваемость, например, человек может в инкубационном периоде уже привить поздно, тогда могут там возникнуть какие-то проблемы с заболеванием. Да. А как люди переносят прививку? Повышается ли температура или еще какие-нибудь? Люди, как правило, хорошо переносят прививки. Они безвредные, они эффективные, это уже доказано. Но есть, конечно, частные случаи, когда бывают реакции на прививку, но это нормально. Человек может испытывать слабость, там, мышечную какую-то, там, головную боль, боль в месте введения, температура может подняться, но это все нормально. В любом случае человек перенесет грипп легче, чем если бы он был непривитой. И это показывают вообще-то анализы вот, заболеваемости среди тяжелыми формами гриппа. У нас нет ни одного летального случая от гриппа по всей стране за много лет. Это говорит о том, что прививка в любом случае работает. Вот некоторые отказываются от прививки себе и детям не ставят. Вот к каким последствиям это может привести? Но кроме того, что могут возникнуть осложнения от заболевания гриппом, вообще грипп самое тяжелое заболевание среди всех вот респираторных вирусных инфекций. Вот легкого гриппа не бывает, как правило, на ногах его перенести невозможно, человек просто ляжет. Но хочу сказать, что вот кроме этих осложнений есть еще правовые последствия. Вот родители, они несут ответственность за людей, за детей своих, и вот то, что они отказывают им в прививках, они нарушают права ребенка. Но правовые последствия какие? Что вот во время эпидемии, во время угрозы возникновения массовых заболеваний ребенка могут вывести из детского сада, непривитого ребенка. Некоторых людей могут отстранить от работы в силу их профессий там каких-то. Могут не выпустить за рубеж, если страна требует ту или иную прививку. Я говорю в общем целом, не только про грипп. У нас такие случаи были, когда вот ребенка непривитого против кори, допустим, вывели из детского сада, где регистрировали случаи кори. Я знаю, что детей, непривитых против гриппа, выводили из детских садов в том случае, если в этом детском саду был выявлен случай лабораторно подтвержденного гриппа. Поэтому тут все законно, и родители предупреждают об этом. Насколько я понимаю, вакцина, она еще защищает от ОРВИ, ОРЗ, все это входит, да? Нет, вакцина защищает только от гриппа, но кроме вирусов гриппа ОРВИ могут вызывать и другие вирусы. Но в любом случае в состав вакцин входят еще и иммуномодуляторы, поэтому иммунитет в любом случае все равно будет подкрепляться этим. А вот можно ли заболеть гриппом после вакцинации? Все-таки как-нибудь? Нет, эти вакцины, они безвредные, они абсолютно проверенные, причем уже большой опыт накоплен по применению вакцин, поэтому заболеть и тем более умереть от гриппа абсолютно невозможно. Вот Анна Юрьевна Попова, она вот во время своего выступления на экономическом форуме она отмечала о том, что после того, как в России активно были внедрены вакцины против гриппа, по сравнению с 1996 годом, заболеваемость гриппом в России снизилась 195 раз. А вообще прививки в мире помогли повысить длительность жизни на 25-30 лет в целом. То есть польза от вакцинации, она действительно есть. И цель прививки, в общем-то, знаете какая? Вот не просто защитить конкретного индивидуального человека, а цель прививки – создать коллективный иммунитет. То есть если, например, 90% населения республики будут привиты, а 10 в силу каких-то обстоятельств не смогут получить эту прививку, то они все равно не заболеют, потому что будет прекращена передача вирусов от человека к человеку. Ну, а грипп протекает у человека легче, если он привился заранее? Если он привился заранее, он может вообще не заболеть, или в любом случае он протечет легче, чем если бы он был не привитой. А где можно сделать прививку, если работодатель не организовал вакцинацию на предприятии? Это будет платно тогда? При любом раскладе, нужно попытаться. Нужно зайти, в свою поликлинику по месту жительства, обратиться к участковому терапевту. Прививку ему могут поставить в том случае, если он относится, как я говорила, к уязвимым группам населения. Но
есть такая категория граждан, которые подлежат бесплатным прививкам, это лица, страдающие хроническими заболеваниями. То есть если есть осложнения там, сердечно-сосудистой системы, бронхолегочной системы, там, сахарный диабет, там, болезни обмена, практически каждый пожилой человек страдает этими заболеваниями. Но у нас работают еще и коммерческие центры вакцинации, можно обратиться к ним. А можно ли проводить профилактику гриппа лекарственными препаратами? Насколько это будет эффективно? Там будет по-другому действовать механизм действия. Там, скорее всего, будет подкрепление иммунитета. Вот, допустим, врачи рекомендуют принимать аспирин для того, чтобы разжижать кровь, для того, чтобы подстегнуть иммунитет. Можно принимать витамины, но я вот не знаю, чтобы прямо лекарствами, значит, профилактику проводили. Это немножко другие механизмы защиты. А какова эффективность профилактики гриппа гомеопатическими средствами и вот здоровым образом жизни? Но здоровый образ жизни, он помогает не только от гриппа, вообще от всего. Я бы хотела сказать, что вакцинация – это самый эффективный способ, и который поддерживает государство. Но каждый человек должен заботиться вообще о своем здоровье самостоятельно. Конечно, это хорошее питание, это крепкий сон, это даже психологический климат в коллективе. Можно сказать, что нужно почаще гулять, проветривать помещения, делать влажные уборки, личная гигиена. Я бы хотела сказать, что во время эпидемии гриппа даже такие простые навыки, как пользование там, одноразовыми платочками, что если их нет, то хотя бы чихайте в рукав, а там, не руками своими. Не посещайте там, своих заболевших родственников там, со своим участием, потому что они ее передают. Хочу сказать, что на расстоянии 1 метра человек вот, может заразить действительно уже своего коллегу при разговоре даже. Вы уже сказали, что прививка способствует повышению иммунитета, правильно, да? Конечно, Да. конечно. И частые простуды в дальнейшем они не появятся. Человек будет болеть реже, даже если у него был снижен иммунитет, он часто болел, после прививки он начинает болеть реже. Ну, давайте скажем так, что если он соблюдает все правила личной гигиены, ведет здоровый образ жизни, у него нет никаких вредных привычек, он поставит себе прививку против гриппа. Кроме того, в его семье будут привиты все его родственники, в коллективе будут привиты все его коллеги, в окружении будут привиты все его друзья, все будут здоровы. Они действительно не заболеют. Хотелось бы, чтобы это было в комплексе. Потому что действительно есть такие отдельные, значит, люди, которые начинают вспоминать, что когда-то они там получили прививку, и потом им стало так плохо, они заболели гриппом. Понимаете, это нужно всегда разбираться. Значит, кто его осматривал перед прививкой? Какие противопоказания? Изабелла Юрьевна, спасибо большое за беседу, что пришли к нам в студию. Я напомню, смотрели актуальное интервью, не переключайтесь.